Вы знаете, уже на протяжении более 30 лет моя жизнь связана с наукой, с научной сферой. Когда я, оказывается, уже в далеком 1989 году, отработав положенные 3 года в Центральном государственном архиве после Московского государственного историко-архивного института, поступила в аспирантуру по истории к известному очень крупному нашему историку, профессору Михаилу Михайловичу Хатылаеву. Затем была принята на работу, тогда назывался Институт языка, литературы и истории, в отдел истории, ну и вот фактически с тех пор и работаю. Работала в отделе истории, возглавляла этот отдел. Ну и в конце 90-х, начале 2000-х годов я возглавила созданный в нашем институте первый, наверное, на таком постсоветском пространстве центр арктических исследований, который специально занимался гуманитарными проблемами Арктики. Ну вот с тех пор как бы неизбывно связана моя работа с наукой. Уже со студенческих времен я там посещала научные кружки, затем уже говорила о том, что после аспирантуры работала в институте, прошла все ступени. Как-то я, наверное, больше была увлечена наукой. Ну, я смею считать себя неплохим ученым, потому что, конечно, я думаю, коллеги меня поймут, вот ничто не сравнимо с той радостью, той счастьем, когда ты открываешь какие-то новые факты, сведения, новые документы находишь, новые источники. Конечно, вот это было для меня, наверное, главным в жизни. Но получилось так, что как-то вот сразу меня выдвинули на руководящую работу. Ну, вначале я возглавляла какие-то общественные организации, Совет молодых ученых-специалистов. Затем, в конце 90-х, мне доверили возглавить одно из крупнейших подразделений в нашем институте, отдел истории. Затем я возглавляла Центр арктических исследований, тоже проходили различные структурные преобразования, и тоже как-то получалось по очереди. То центр или отдел Арктики, то отдел истории. Вот как-то вот в этих сферах вот постоянно возглавляла исследования, потом были многие международные проекты, научно-организационные мероприятия. Ну и, видимо, тогда как-то, наверное, заметили мои определенные организаторские способности. Ну и уже когда проходили выборы, коллектив, ну, очень многие подразделения просто обратились ко мне и выдвинули на своих заседаниях меня на должность директора. Ну, я посчитала все-таки своим долгом принять, скажем так, это предложение, возглавить институт, в котором я состоялась как ученый, ну, как личность, наверное, и попытаться уже какие-то открыть новые горизонты и привнести, наверное, какие-то новые идеи, новые направления в жизнь нашего института. Ну, на протяжении более 20 лет наша российская наука, конечно, проходит период испытаний, реформирования. Прежде всего, это связано со структурными преобразованиями, с финансированием. В какой-то степени, конечно же, государство повернулось навстречу науке, и прежде всего в сторону ученых, потому что в 90-е годы вот этот процесс утечки мозгов, значит, огромные кадровые проблемы, до сих пор мы, в общем-то, расхлебываем. И получилось так, что у нас целое поколение, к сожалению, вот моих ровесников и чуть младше, оно фактически выпало из жизни науки. И сейчас, конечно, одна из больших проблем, которая стоит в целом перед российской наукой, это кадровая проблема. К сожалению, вот у нас нет среднего звена, наши старшие товарищи, которые вынесли на своих плечах, конечно, трудности переходного периода, но неизбежно, конечно, встает понятие вот возрастной проблемы. Либо вот совсем молодые, еще не набравшие опыта, только вот начинающие свой путь исследователи. И, конечно же, здесь вот
я думаю, одна из главных проблем российской науки. Ну, а остальные проблемы, конечно же, тоже связаны с теми кризисными явлениями, которые были в нашей науке в 90-е годы. Не все преодолены. Это прежде всего в части недостатка оборудования, финансирования, экспедиций и так далее. Но самое главное, все-таки, на мой взгляд, это проблема кадровая. Ну, возможно, это особенность именно историков. Поскольку мы изучаем общество, мы не можем всегда стоять в стороне от жизни общества. Ну и получилось так, что вот с первых же шагов моей работы в институте всегда параллельно шла общественная работа. Как я уже говорила, я возглавляла Совет молодых ученых и специалистов. Затем в 90-е годы у нас было достаточно активное такое молодежное научное движение, и многие результаты связаны с тем, что активно, очень остро ставили вопросы представители науки, молодой науки. Кроме того, я занималась в свое время гендерными исследованиями, ну и в какой-то степени сейчас занимаюсь. Это тоже определило то, что я активно участвовала в женском движении. Я являюсь, например, одним из разработчиков концепции государственной политики по отношению к женщинам нашей республики. Одно время возглавляла даже Лигу женщин-ученые Якутии. Ну и в дальнейшем, на протяжении 2 созывов, я была членом Общественной палаты нашей республики. Но одно из моих, наверное, главных направлений общественной работы – это создание, и в принципе я этим очень горжусь, создание и развитие программы «Шаг в будущее» в нашей республике. Тогда, в 90-е годы, мы, молодые ученые, под руководством наших старших коллег, прежде всего первого председателя, это республиканского конференции, этого движения, Владимира Петровича Ларионова, очень много ездили по районам, улусам республики, вот буквально с нуля работали с учителями, со школьниками и создавали региональные центры, и разрабатывали критерии, ставили вообще эту программу. И сейчас, конечно же, эта программа республиканская, которая носит «Шаг в будущее», и Никига Харды, носит имя Владимира Петровича Ларионова, первого его председателя. Она, конечно, уже активно работает в нашей республике, и очень много талантливая, особенно из глубинок сельской молодежи, состоялась, получила образование, выучилась, наверное, какие-то ориентиры в жизни приобрела благодаря данной программе. Вы знаете, в сентябре 2025 года наш институт, старейший научно-исследовательский академический институт Северо-Востока, будет праздновать свое 90-летие. В свое время он был основан Платоном Алексеевичем Аюнским при правительстве республики, назывался Институт языка и культуры, и основной его задачей было создание, выполнять роль своеобразного стратегического интеллектуального плацдарма и для власти нашей республики, и в целом для формирования государственной такой политики в области образования, культуры, и, возможно, в какой-то степени мы очень много несли такую составляющую, как формирование определенной национальной идеи, концепции национальной идентичности. И, конечно же, наш институт бесспорно всегда во все эти годы был лидером в просветительской деятельности, в культурной, идеологической работе. И трудно, конечно, особенно в советский, постсоветский период переоценить роль нашего института. Но в 21 веке мы эту роль нашу поддерживаем, вышли на новые рубежи. Если говорить о достижениях, то, конечно же, нужно упомянуть прежде всего наш 15-томный толковый словарь якутского языка и 3-томную академическую новое издание «Истории Якутии». Вот эти выдающиеся, конечно, наши достижения, результаты, они стали широко известны и вообще являются достижением не только нашей республики, нашего института, но и в целом, наверное, многонационального народа России. В нашем архиве, рукописном фонде, хранится огромное богатство, в свое время собранное в ходе
многочисленных экспедиций, начиная с 30-х годов, ну и фактически вот до настоящего времени, записи Аланхо, фольклорные материалы. И вот уже на таком высоком научном уровне, с комментариями и так далее, вот мы проводим работу по изданию этих Аланхо и этих текстов. Кстати, наша сотрудница Светлана Дмитриевна Мухоплева была удостоена государственной премии Республики Саха-Якутия именно за эту работу, за этот вклад. Также хотела бы отметить о том, что наш институт проводит большую работу по сохранению, развитию, возрождению языков коренных малочисленных народов Севера. Наш отдел северной филологии здесь занимается не только научным изучением грамматики, там, морфологии, стилистики, изданием фольклорных текстов научных, но и с прошлого года у нас запущен проект по цифровизации и созданию аудиовизуального фонда коренных малочисленных народов Севера. Этот проект у нас пока завершен по диалектам эвенского языка, но в дальнейшем планируем вот, на протяжении нескольких лет завершить работу, ну, при наличии, конечно же, прежде всего финансовой поддержки, по и другим языкам коренных малочисленных народов Севера, эвенкийскому, юкагирскому, долганскому. Ну и есть у нас материалы также связанные с русскими арктическими старожилами. Два новых направления. Это, конечно же, я уже говорила, что у нас был создан первый центр арктических исследований. Бесспорно, в том числе и я горжусь тем, что внесла вклад в это. Он является, не побоюсь этого слова, центром мирового уровня. И исследования наших сотрудников этого центра, конечно, они широко известны по всему миру. Значит, активно в последние десятилетия мы также занимаемся проблемами изучения влияния изменений климата на социальную и экономическую жизнь коренных народов нашей республики. Ну, прежде всего, конечно же, наш институт является лидером и важнейшим таким научным учреждением, деятельность которого направлена на сохранение уникального культурного и историко-этнографического наследия народов нашей республики. Ну, в частности, вот тот бренд, визитка фактически нашей республики, которым сейчас является национальный праздник СЭХ, он был в свое время, ну, поднялся, наверное, на такую высоту благодаря той огромной работе, которую проводили и проводят сотрудники нашего института. И, кстати, сам этот национальный праздник, день, вот Красный день в календаре, он также появился благодаря предложению наших сотрудников. И то, что сейчас этот праздник не только очень активно празднуется в нашей республике, многие наши гости начинают знакомство, и даже есть такое понятие, как событийный туризм, и он тоже связан именно с посещением этого национального праздника, а также то, что он широко отмечается по всему миру. Вот как раз в разработке концепции, основных вот таких сакральных каких-то содержательных моментах возвращения, потому что в советское время, конечно, все содержание было выхолощено, идеологизировано. Вот именно тому, именно то, благодаря чему вот произошло такое своеобразное возвращение к истокам, конечно же, это огромная заслуга наших этнографов во главе с Екатериной Назаровной Романовой. Ну и, конечно же, я не могу не подчеркнуть ту роль, огромную роль, которую вносят наши сотрудники в создание и обеспечение законодательной базы прав коренных малочисленных народов Севера. Вот именно по предложению многих наших сотрудников, и которые являются также экспертами международного уровня, принято достаточно много законов, которые по праву относят нашу республику к числу лидеров по этой работе. Одна из наших основных задач – это
решение кадровой проблемы, о которой я говорила. Для этого предпринимаются усилия по расширению и нашего докторского корпуса, ну и не только расширению, но и значительному его омоложению. С этой деятельностью, с этой деятельностью у нас связано создание, у нас работает на протяжении многих лет, и сейчас просто мы прошли регистрацию, совет по языкам. Если раньше это был диссертационный совет по тюркским языкам, то сейчас он, соответственно, новой номенклатурой называется русский язык, языки народов России. То есть у нас теперь могут защищаться не только по якутскому языку, но и по языкам коренных малочисленных народов Севера. Также мы планируем открытие и других советов. Сейчас пока активно ведем работу по открытию совета по историческим наукам. Также мы планируем работу продолжить по новым направлениям. Вот сейчас уже открыто 2 новых центра. Это Центр интеллектуальной истории и культуры и Центр социолингвистики. Вообще, в целом, немножко хочу остановиться на работе Центра интеллектуальной истории и культуры. У нас уже на протяжении нескольких лет ведется работа в этом направлении, были научные проекты, а сейчас мы хотим сосредоточить свои усилия вот именно в изучении наследия первых наших интеллигентов начала XX века. У нас, я уже говорила о том, что есть очень богатый рукописный фонд, в котором также хранятся и личные фонды очень многих наших первых просветителей, ученых, писателей. И, кроме того, конечно же, мы вот это наследие Ксенофонтова Гаврила Васильевича, в этом году отмечается юбилей, и будет большая международная всероссийская конференция, всероссийская даже больше, с международным участием. Конечно, мы очень большой вклад внесли в изучение и на новом уровне исследования наследия Алексея Алексеевича Кулаковского. Считаю, что вот это позволяет нам стать одним из центров, конечно, такой национальной интеллектуальной истории сибирских народов. Из других планов, конечно же, мы очень хотели бы, к сожалению, в годы пандемии, наверное, где-то последние годы мы немножко утратили связь с нашими улусами, районами. И хотели бы восстановить нашу позицию, которую активно очень мы всегда вели, работу, популяризацию наших знаний, и активную работу с районами, с улусами нашей республики. Планируем участвовать тоже в каких-то совместных мероприятиях, проектах по истории этих улусов. Как я уже говорила в начале нашей беседы, в 2025 году 90 лет нашему институту. И мы хотим с этого года, у нас 17 сентября день рождения, то есть был образован институт, сделать этот день днем рождения института, днем открытых дверей. И первый такой день открытых дверей у нас будет проводиться уже 18 сентября, в понедельник. Мы планируем много мероприятий для всех категорий, всех возрастных категорий, для школьников, для молодежи, для взрослых. Всех приглашаем, будут проводиться квесты. У нас есть музей истории академической науки имени Пашарина, тоже откроет двери для всех желающих. Будут проведены научно-популярные лекции, экскурсии по институту, продажа книг, также автограф-сессия наших известных ученых, но в то же время известных популяризаторов науки Розалии Иннокентьевны Бравина и Андриана Афанасьевича Борисова. Мы всех ждем в гости. Очень надеемся, что наш праздник будет интересен для всех. И таким образом вы можете из первых уст лично ознакомиться с работой нашего института.